Добрый вечер. В эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. Диагноз поставили, все сделали и лечат. В пригородном районе уже несколько лет работает гериатрический центр. За это время специалисты смогли помочь сотням пациентов с самыми разными заболеваниями. Подробности в выпуске. Я горжусь, что мы были дружны. Невосполнимая утрата. Ровно год назад ушел из жизни знаменитый осетинский скульптор Николай Ходов. С его работами знаком каждый житель Северной Осетии. Стараемся, чтобы водная станция была у нас в чистоте, в порядке. Завтра, в первый день лета, в республике открывается купальный сезон. Специально к этому дню во Владикавказе привели в порядок набережные и водную станцию. Современные условия для лечения пациентов. В пригородной районной больнице успешно работает гериатрический центр. Там не только оказывают всю необходимую помощь людям с сердечными заболеваниями, но и консультируют по самым разным вопросам. Как давно открыли центр и сколько человек может лечиться там одновременно, расскажет моя коллега Лидия Цахилова. Диагноз поставили, все сделали и лечат. Из-за нестабильного давления на Нуле Дзебисовой чуть ли не каждый день приходилось вызывать скорую помощь. Врачи из поликлиники Владикавказа ее направили в гериатрический центр. Женщина уже находится здесь около 10 дней. Я очень довольна им, которые меня сюда направили, и те, которые сюда меня приняли. Капельницы, и уколы, и витамины, и таблетки, все я принимаю. Рита Хубаева уже во второй раз проходит здесь лечение. Женщину беспокоят сердечные боли. В центре чуть больше недели. За это время, как сама признается, ее состояние улучшилось. Я уже чувствую, что мне легче, лучше. Я бодрая уже. Хороший медперсонал, обслуживание очень хорошее. Вот как могут, так и помогают таким больным, как я. В Республиканском гериатрическом центре принимают пациентов старше 60 лет. Рассчитан на 25 коек. В данный момент они все заняты. В медучреждении созданы все условия. Проходить лечение здесь могут от 10 до 15 дней. Есть и столовая с трехразовым питанием. Наш центр больше всего направлен на реабилитацию. Столько не на лечение, сколько на реабилитацию таких больных. Для них предусмотрена лечебная физкультура, физиопроцедуры, витаминотерапия, естественно, и занимаемся проблемами хронических заболеваний, потому что в пожилом возрасте они все имеют по несколько заболеваний. Гипертония, сердечные заболевания. С возрастом люди старшего поколения испытывают проблемы и с опорно-двигательным аппаратом, и даже с памятью. К таким пациентам нужен особый подход. Посидеть, выслушать их порой нужно бывает, успокоить их, дать им какую-то надежду. Дома тоже, если даже есть там младшие, они все заняты своими делами, кто работает, кто где, кто что. Порой бывают такие, что дети живут где-то, они живут одни, им даже бывает не с кем пообщаться. Здесь пришли, пообщались, им как-то становится легче. За здоровьем пациентов ежедневно следят 2 врача. Также их консультируют узкие специалисты пригородной районной больницы. Республиканский гериатрический центр открыли в 2023 году благодаря нацпроекту «Демография». Лидия Цахилова, Заур Кудзаев, Новости Осетии. В Северокавказском лесном техникуме открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО Арсену Хугаеву. Он окончил СУЗ с красным дипломом, всегда был отличником, общительным и веселым парнем. Про таких говорят душа компании. Служил в пограничном управлении ФСБ России по Северной Осетии. С первых дней находился на передовой. Прапорщик погиб 2 октября 2024 года в боях за Курскую область, когда враг перешел российско-украинскую границу. Товарищи по оружию рассказывают,
рассказывали, 28-летний осетин, как никто другой, умел настроить и заставить не унывать. Указом президента Арсена Хугаева посмертно наградили орденом Мужества. Среди бывших учеников техникума порядка 20 защитников Отечества, 6 погибших бойцов. Сохранить их память – задача номер один, которая стоит перед учебным заведением. Студент без единого пререкания, очень добродушный, доброжелательный, очень ответственный, вот настоящий. Память должна быть о нем, чтобы все обучающиеся, все проходящие вообще мимо знали, что в нашем образовательном учреждении был такой герой. Он для нас герой. Республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2025» провели во Владикавказе. Соревнования посвятили 80-летию Великой Победы. В состязаниях принимали участие дети со всех районов республики. Для ребят подготовили интересные испытания на знание правил дорожного движения. Помогали настроиться на победу руководители ГИБДД, Министерства образования и науки республики и Министерства труда и социального развития. Отметим, сегодня в регионе 182 отряда юных инспекторов, а это больше 4000 школьников, которые изучают правила безопасности и пропагандируют важность таких знаний сверстникам, а еще содействуют в работе сотрудникам госавтоинспекции. Хочу сказать, что вам пришлось уже пройти путь к победе, к вершинам, поэтому сегодня вам предстоит нелегкий этап, чтобы доказать, что вы лучшие, а я знаю, что здесь только лучшие, потому что в своих районах, городах уже добились победы. Северная Осетия с каждым годом экспортирует все более разнообразную продукцию. Об этом рассказали в Северокавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Под контролем ведомства в республике отгружено порядка 200 тонн овощей и 500 тонн семенного картофеля. В частности, в 12 регионах страны экспортировано 167 тонн картофеля, почти 11 тонн капусты и 6 тонн лука. Кроме того, 7,5 тонн свеклы и моркови. Самые крупные партии поставили в Волгоградскую, Брянскую, Орловскую, Нижегородскую области, а также в Ставропольский край. Перед отправкой вся продукция прошла необходимые исследования. Более чем в 12 регионов Российской Федерации отправляется наш семенной картофель. Перед отправкой продукция проверяется на соответствие требованиям и сопровождается документом, карантинным фитосанитарным сертификатом и спокойно едет по территории Российской Федерации. Кроме вот таких больших поставок семенного картофеля, также спросом пользуется продукция это спаржа. В этом году уже более 80 партий спаржи отправлены также в 14 регионов Российской Федерации. Искусство было его жизнью. С того самого момента, как он взял в руки кисть, Николай Ходов понял, что это его призвание. Хотя в биографии народного художника Северной Осетии были и другие яркие страницы. Много лет Николай Владимирович возглавлял крупнейшее и старейшее в республике предприятие цветной металлургии завод «Электроцинк». Но главным призванием всегда оставалась скульптура. Сегодня ровно год, как Николая Ходова не стало, но с нами навсегда остались его работы, благодаря которым мастер никогда не будет забыт. Вначале ты думаешь об образе, потом рисуешь разные варианты и так далее. Потом, когда на чем-то остановился, делаешь модель из пластилина. И так раз за разом Николай Ходов создавал настоящие шедевры, которые позже становились популярными на весь мир. Секретами своего мастерства знаменитый скульптор не боялся делиться. Наоборот, всегда готов был помочь молодежи, рассказать и объяснить детали работы. А говорить о любимом деле он мог часами. Беседа с ним всегда была содержательной и очень интересной, вспоминает заслуженный художник страны Михаил Дзбоев. С Николаем Ходовым их связывали особые дружеские отношения, один взгляд на творчество и на мир. Могу назвать духовным братом своим. Дай Бог, чтобы в Осетии таких людей, как Ходов, все больше и больше было.
Николай Владимирович буквально болел искусством Осетии. Много путешествовал, знакомился с историей других стран и в ответ рассказывал о своем народе. Все знания он стремился передать молодому поколению. Хотя в творческих кругах многие критиковали его работы. И главным аргументом было образование. Николай Ходов не окончил Академию художеств. По профессии он был металлургом. Я к Николаю Ходову, как профессиональному скульптору, никакого замечания не имею. Никакого. Это ничего не означает, что он не окончил Академию художеств. Мало ли что. Он самобытный, убедителен, национален. Я горжусь, что мы были дружны. Профессиональный путь Николая Ходова по-настоящему удивителен. В 1955 году он окончил горно-металлургический техникум, а в 1966-м – Северокавказский горно-металлургический институт. Спустя время стал кандидатом технических наук. Долгие годы возглавлял крупнейшее и старейшее в республике предприятие цветной металлургии – завод «Электроцинк». Уникальный по своей натуре Николай Владимирович отлично справлялся с работой на руководящей должности и также отлично разбирался в искусстве. И в итоге выбрал то, к чему всегда тянула душа. Природный талант и большое желание привели к успеху. Художники младшего поколения, скульпторы, немножко с ревностью относились к его творчеству. Почему? Потому что стиль поменялся. Он был старого образца, формата, и его монументальное искусство, оно немножко ушло на второй план. Но он все же остался приверженцем своего направления и продолжал работать. Скульптуры в самых популярных уголках нашей республики. Его работы. Все они уже давно стали визитной карточкой Северной Осетии. Памятник герою Советского Союза Петру Барбашову, полководцу Сеплиеву и великим поэтам Михаилу Лермонтову, Костахе Тагурову, Александру Кабулову. Памятник святому Георгию в Алагирском ущелье. Одна из крупнейших конных скульптур в мире. Тоже его творение. Практически каждую свою работу Николай Владимирович отдавал безвозмездно в дар республике, потому что делал это все ради увековечивания памяти о великих людях. Много работ исполнены у него вместе с Борисом Тотьевым, великолепный профессиональный скульптор. Я думаю, что у него тоже очень многому научился. И когда не стало Бориса Тотьева, он также продолжал работать. Эти работы не хуже, чем совместные работы. Благодаря Николаю Ходову в Осетии ожили герои нартского эпоса. Над созданием персонажей художник работал несколько лет. Все они сейчас украшают парк Нартон. В процессе установки скульптур Николай Владимирович давал интервью нашему телеканалу. Делился своими идеями и переживаниями со съемочной группой. Нартский эпос. Настолько он уникален, что такого второго эпоса нет у ни одного народа мира. Могу авторитетно сказать. Нибелунги – это все детские сказки. А вот тысячелетний эпос наш, он, конечно, очень многих интересует, но, к сожалению, в Осетии потихоньку стали привыкать, перестали читать, перестали понимать. И вот я решил сделать иллюстрацию, монументальная скульптура не терпит иллюстративности. Но вот образы нартского эпоса, начиная с первой главы Вархаг и его сыновья и кончая небожителями, они заняли у меня почти 4 года. Ровно год, как Николай Ходов ушел из жизни, но его имя осталось в вечности. Смотря на его скульптуры, мы все будем вспоминать не только героев прошлого, но и героя, который смог сохранить их память навсегда. Залина Калманова, Элита Кокоева. Новости Осетии. В Северную Осетию из Пятигорска приехали около 20 детей и взрослых. Цель путешествия – познакомиться ближе с историей и красотами нашего региона. В рамках культурно-познавательной экскурсии в первую очередь гости побывали в Национальном музее. Там им продемонстрировали уникальные экспонаты и показали древнейшие материалы. Также участники посетят и другие знаковые места. Увидят аллею нартов, узнают больше о героях нартского эпоса, а еще отдохнут в горах. Мероприятие направлено на расширение кругозора подрастающего поколения и знакомство с наследием осетин. По словам ребят, от пейзажа республики они уже находятся под большим впечатлением.
Северная Осетия Алания является моей второй родиной. Я считаю, что это место, в котором должен побывать каждый человек, живущий в России, потому что это место, дарованное нам Богом, история и все ценности. Это надо ценить и ни в коем случае не упускать ни язык, ни наши традиции. Это очень важно. Изучение традиций осетинского народа, потому что, как вы сами знаете, с течением времени традиции исчезают. Очень бы не хотелось этого, особенно традиции уважения младших к старшим, чтобы, начиная с этой традиции, остальные тоже сохранились. Мы занимаемся изучением этих традиций и, скажем так, укоренением их в нашей среде. Уже завтра стартует купальный сезон. На городской водной станции активно идет подготовка. Накануне там провели субботник. Покосили газоны, собрали и вывезли мусор, обновили песок на детском пляже. Ранее специалисты очистили дно озера, провели акарицидную обработку от клещей. Для удобства и безопасности отдыхающих восстановили поломанное ограждение, покрасили скамейки, установили новые душевые. Второе озеро, оно не предназначено для купания. Сейчас там ведутся ремонтные работы по шлюзу. Как только закончат данный ремонт, мы сразу будем набирать данное озеро. Скорее всего, там люди будут кататься на катамаранах. Стараемся, чтобы водная станция была у нас в чистоте, в порядке. В Балте прошел первый этап Кубка Республики по скайранингу. Участвовали больше 40 спортсменов из Северной Осетии. Также попробовать свои силы на региональных соревнованиях приехали из других регионов страны. Трасса начиналась от школы селения Балта до горы Фетхус. Общая дистанция около 10 километров. Скайранинг – сравнительно новый вид спорта. Он представляет собой забеги или гонки по горным трассам. Как признаются участники, такой вид скалолазания закаляет и помогает набраться соревновательного опыта. У нас в республике проводится чемпионат, как в прошлом году проводился чемпионат по альпинизму скайранинг вертикальный километр, забег на Чижетехох. В этом году мы решили все дисциплины так тоже провести. То есть будет сейчас скайранинг гонка, а потом еще будет скайранинг марафон. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.